Достлар, салям алейкум. Добро пожаловать в очередной выпуск Храм-Татары и Меклере, передачи о вкусной, полезной и лучшей на свете крымско-татарской кухне. С вами снова Алим Аблаев, и сегодня мы находимся в месте, которое широко известно как Мангуб, но называется оно Ходжа Сала. Сегодня готовим очень интересное блюдо, и мы уже поставили разогреваться наш казан. Подкинем немножко дров. Так, отлично. Огня у нас уже достаточно. Сейчас, как всегда, помоем руки, приведем себя в порядок и начнем выпуск. Вот такая у нас сегодня красота. Благодать, озеро, скалы, лес, все как вы любите. Итак, руки мы помыли. Отлично. Казан у нас разгорается. И сейчас немножко расскажем вам о том, какое блюдо у нас сегодня будет. А блюдо у нас сегодня весьма интересное. Одно из моих самых любимых. Оно называется ешиль бахла шорбасы. Или блюдо из зеленой стручковой фасоли. Вот она. У нас достаточно много блюд из фасоли. И, например, ногай шутливо называют его, то есть фасоль, елубойское мясо. Или мясо яйлубойлю. Давайте быстренько расскажу вам о том, какие ингредиенты нам понадобятся для того, чтобы наше блюдо сегодняшнее приготовить. Конечно же, мясо. Мы все-таки позволим себе натуральное мясо. У нас сегодня говядина 600 грамм. Масло у нас сегодня топленое. Понятное дело, что зеленая стручковая фасоль. Главная скрипка нашего блюда. Помидоры. Болгарский перец. Красный перец сладкий. Морковь. Лук. Картофель. Обязательно чеснок, зелень. Вода, само собой. И понятное дело, что сегодня мы все это будем готовить в казане на костре традиционным крымско-татарским способом хаурма. То есть мы все это будем готовить на поджарке. Я смотрю, что дрова у нас там начинают прогорать. Давайте подкинем немного дров и будем отправлять в казан топленое масло. Достлар, нам понадобится сегодня около 200 грамм топленого масла. Я сейчас буду его добавлять приблизительно на глаз в хорошо разогретый казан. И пока наше масло будет согреваться и весело шкварчать, как раз нарежем наше мясо. Примемся за мясо. Как я уже говорил, мясо у нас сегодня говядина, 600 грамм. И нарезаем его на небольшие кусочки. Если кто-то из вас сейчас словил флешбеки из выпуска про алюшке шорбасы, то да, совершенно верно. Вот примерно вот такого размера кусочки. Классический вариант для каурма шорбасы. Мясо, как всегда, от лишних пленок избавляем. Оно нам не нужно. Запекшаяся кровь, пленки. Все это отрезаем, убираем. Прощаемся с ними. Они нам сегодня не нужны. Так, ну все. С мясом мы закончили. Будем отправлять его потихонечку в наш казан и обжаривать его. Фу, отлично. Вот оно, мясо наше в масло попало, зашкварчало. Супер! Один из самых любимых моментов. Ха-ха. Так, хорошо. Пока мясо наше обжаривается, можем приступать к нарезке остальных овощей. Нам сегодня понадобится много лука, много моркови и вообще нам понадобится много овощей. Суп должен получиться такой, чтобы можно было, как говорится, ложку воткнуть и чтобы она стояла. Наваристый, отличный, такой серьезный осенний суп. Давайте приступать скорее будем к нарезке. Но вот, как вы видите, такое место замечательное, прям можно сказать райский уголок. Я, наслаждаясь этой красотой, нарежу овощи в тишине.
Ну что, Дуслар, последнее приготовление мы произвели. Овощи мы все наши нарезали. Еще раз быстренько напомню: лук, морковь, перец красный, сладкий, томаты. И важный момент: томаты я заготовил с вечера, потому как у меня тут нет возможности лишний раз их либо протереть на терке, либо ошпарить и снять корочку и нарезать. Поэтому заготовил с вечера. Мясо у нас уже покрылось ароматной, аппетитной, золотистой корочкой. Сейчас мы его посолим. Вода практически вся выкипела, которую мы добавили, поэтому сейчас будем поэтапно добавлять наши остальные ингредиенты. Начнем с лука, начнем с соли. Посолим наше мясо. Так, хорошо. Посолили и отправляем в казан лук. Еще раз напоминаю, Достлар, лука, моркови, перца, всех овощей должно быть много, должно быть в достатке. Вот такой вот замечательный осенний, наваристый, сытный, уютный суп у нас должен получиться. Отлично. Лук добавили, даем ему прижариться некоторое время, буквально минутки 2-3, не больше. Настанет время и для моркови, скоро мы и ее туда отправим. Так, лук у нас хорошо, отлично, можно добавить дров. Огонь нам сейчас нужен активный, такой большой, потому как мы добавляем туда много ингредиентов, тепло будет быстро-быстро наш казан покидать. Поэтому добавим дров. Вот одной такой большой, да, такой одной большой будет пока что достаточно. Еще раз размешаем. О-хо-хо-хо. Лук у нас тоже подрумянился, стал золотистый. И, как всегда, Достлар, я уже ожидаю этого момента, когда нейросети или что-нибудь научится передавать аромат от всех этих блюд. Это просто что-то невероятное. О, красота! Все ароматы, все цвета, которые в этом блюде преобладают, они сами по себе такие осенние, приятные, золотистые, ароматные. Так и навевает что-нибудь такое, уютная атмосфера в выходной день, когда уже все дома. Можно вот так собраться всей семьей и приготовить это замечательное блюдо. Достлар, давайте, выезжайте в наши замечательные крымские прекрасные места и готовьте наши замечательные крымско-татарские блюда. Вот сегодня мы готовим ешиль бахла шорбасы. Посмотрите наше видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и тоже приготовьте. Вы не пожалеете. Морковка у нас тоже поджарилась. И отправляем туда болгарский перец, томаты и подсаливаем, если нужно. И отправляем туда воду. И, наконец-то, томаты. Какая красота у нас тут получается. Оно сейчас практически выглядит как рагу, а не как суп. Но, Достлар, поверьте, так и надо. Этот суп должен быть такой плотный, чтобы от него можно было и согреться, и наесться, и все это вместе разом. Теперь осталось добавить воду. Я напоминаю, что она должна быть кипящей, то есть кипяток. Итак, наливаем воду. Она у нас должна покрывать все наши овощи. Аккуратно. Главное не обжечься.
Да, я добавлю еще немного соли, потому как такой достаточно выраженный томатный, луковый вкус, даже мясной, а вот соли маловато. Поэтому, достлар, это уже зависит тоже от вас, как вам нравится, как вы любите. На самом деле у несоленой пищи даже какой-то аромат другой. Вкус не тот, что ли. Но, как мы знаем, кому-то соль противопоказана. Нам она сегодня прописана. Поэтому еще раз пробуем на соль. Слегка размешали. Ну вот, уже то, что нужно. Угу. Очень хорошо. Теперь, пока все это дело у нас будет медленно закипать заново, потому как оно все равно немножко температуру утратило, мы нарежем картофель, и я вам покажу, расскажу, что делать с зеленой стручковой фасолью. Давайте с картофеля и начнем. У нас фасоль такая немножко поздняя, если вам видно, но я вам потом детально более покажу попозже. Она у нас немножко чубар бахла, говорят, ведь чубар это, то есть такая немножко с прожилками фиолетового цвета, так скажем. Ничего страшного, на вкус это никак не влияет, это все та же вкусная крымская фасоль. И пока я нарезаю картофель, давайте я вам расскажу, почему, собственно, так повелось, так принято, что у ногаев мясо это мясо, собственно, а у ялубоев почему-то вот так вот их обделили, называя их мясо фасолью. Да все очень просто, на самом деле. У крымских татар, как, в принципе, наверное, и у любого народа, вкусовые предпочтения, кулинарные предпочтения были сформированы особенностью их географии. И если, например, север Крыма, то есть степь, там, где обитают наши ногаи, как говорят сами крымские татары, это преимущественно мясо, мука и молоко, то южный берег, давайте, сами проведите параллель, это фрукты, это крупы, это все, что связано с более теплым климатом, с более такой интересной, что ли, плодородной почвой, которая может дать вот такие вот замечательные, вот как, например, посмотрите, просто взгляните на это. Ничего себе бахла, не маленькая какая-то там несерьезная, а настоящая ешиль бахла ялубойлю. Вот и ответ на ваш вопрос. Картофель мы пока откладываем. Давайте не будем заливать его водой. Сейчас мы все это быстро разберемся с нашей фасолью. Насчет фасоли, что тут можно говорить? Если бы она была классическая, например, белая или бордовая, я бы вам сказал, замочите ее заранее. Замочите ее с вечера. И дайте ей так постоять хотя бы часов 8. Но у нас зеленая стручковая фасоль. Иногда ее можно кушать прямо вот так вот. Открываем и едим. У нас она сегодня довольно крупная, поэтому мы ее разрежем пополам, а может быть даже и на четвертинки. И самый важный момент относительно фасоли, который нужно проговорить, вот здесь, в начале стебля, у них обычно попадаются, давайте посмотрим, у нас такого нет. У нас все довольно тут свежее, мягкое, зеленое. Так вот, там попадаются довольно жесткие стебли, которые практически не варятся, не поддаются варке. И они такими жесткими и остаются. Поэтому, если не хотите, чтобы вам в нашем замечательном шорба попалось что-то неприятное, пожалуйста, пробегитесь по каждому стручку и посмотрите, нет ли там этого не поддающегося варке места. Оно нам не нужно. Так что, достлар, проверьте, нет ли тут этих жестких жилок. Если они есть, подцепите их ножом, удалите, они нам не нужны. И еще один такой момент, немножко момент ностальгии. Менум битам, когда она готовила подобный шурба, она меня заставляла вот эти вот фасолинки проверять. И помимо этих жестких жилок, я также удалял вот эти вот хвостики. Они бывают довольно длинные. Ну, например... Ну, посмотрите, что это такое. Они неразлучные буквально. Они нам не нужны, эти хвостики. От них мы тоже избавляемся. И когда у нас все будет достаточно в приемлемом для нас виде, мы эту нашу фасоль
порежем и практически вместе с картофелем, с разницей в минуту буквально, отправим в казан. То есть приблизительно, да, такой размер фасоли пытаемся соблюсти. Так, отлично, хорошо. Нарезаем, у нас там все кипит, до слар ускоряемся. Нужно не пропустить этот момент кипения. Ну что, Достлар, основные ингредиенты у нас также готовы. Картофель, фасоль. И первым делом мы в казан отправляем картофель. Ага. Минутка прошла, и отправляем туда же нашу фасоль. Достлар, смотрите, какая красота. Ну, просто умопомрачительно. Вся эта зелень смешалась с золотистой морковкой, с красным перцем, с красным бульоном. Ну, что за красота. Самая натуральная крымская осень у нас сейчас в казане. Посмотрите. Просто ох, 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 ох. Но аромат мы сейчас еще поправим, потому что у нас специи еще не отправились в казан. Черный молотый перец, кориандр и моя любимая зира. Ступки у нас нет, поэтому сделаем очень просто. Высыпем в руку и разомнем в руке и отправим в казан. Зира и кориандр. О! Настоящий восточный аромат. Отлично. Черный перец молотый. Также добавляем по вкусу. Я люблю поострее. Я бы еще и перец чили добавил, честно говоря. Но ладно, это уже не традиционная специя для наших блюд. Вот так, шикарно. Теперь размешиваем. Пробуем еще раз на вкус, на соль, на специи. И отправляемся нарезать зелень и чеснок. Суп у нас просто заглядение. Так. После добавления всех специй пробуем на соль. Аккуратно. И еще одну щепоточку. Может, я влюбился. А влюбился я в нашу крымско-татарскую кухню. Так, Достлар, сейчас накрою наш казан крышкой, чтобы все наши замечательные ароматы между собой обменялись. И нарежу зелень, и нарежу чеснок. Это, в принципе, последние приготовления, которые нам необходимы для нашего замечательного блюда. Зелень, как всегда, мы от ножек избавляемся. Чтобы зелень сильно не разварилась, не утратила свой вид и свой аромат, не нужно добавлять ее за 10-15 минут до готовности блюда. Добавляйте за несколько мгновений. Добавляйте за несколько мгновений. Тогда у нее и вид будет замечательный, и аромат, и вкус ее вы почувствуете. Как всегда, зелень мы нашу сворачиваем в такую трубочку и мелко-мелко начинаем нарезать, шинковать. Здесь тоже особо мельчить нет необходимости. Можно нарезать достаточно крупно. Ею мы будем украшать наше блюдо. Она добавит свой неповторимый аромат, поэтому можно сильно не мельчить. Опять же, вот такие вот деревья, они нам не нужны, от них мы избавляемся. И, конечно же, один из самых ароматных ингредиентов, если на то пошло, это чеснок, Достлар. Чеснок, он, сами знаете,
сколько шуток относительно его прекрасного аромата. Его тоже достаточно мелко нарезаем. У нас практически там в казане уже все готово. Осталось буквально несколько минут. И для начала давайте проверим, что у нас там. О-о, замечательно, у нас там красота. Мы пока вам показывать не будем. Давайте мы зелень нашу с чесноком отправим в казан, а крышечку вот сюда. Стоит? Да. Так, зелень всю отправлять не будем, половину. Так, хорошо. Сейчас размешаем. И чеснок. Чеснок. Отлично. Все, у нас там практически ничего не кипит. Крышечку возвращаем на место. Еще буквально минута, и наше блюдо замечательное готово. Будем его наконец-то пробовать. Ну что, Дуслар, блюдо наше готово. Сейчас мы его будем пробовать. Так, наш замечательный чомуч, коса. И давайте наберем себе этого замечательного ешель бахла шорбасы. Да, отлично, он у нас получился наваристый. У нас тут всего много, все наши овощи, все на месте. Вот она, морковка наша золотистая, замечательная. Вот наш лук там тоже есть. И, конечно же, прекрасная зеленая бахла. Ох, какой аромат. Давайте же, наконец, будем это все пробовать. Блюдо это можно приправить хатыком, можно приправить зеленью. Я сегодня обойдусь только зеленью. Так, слегка, чуть-чуть. И давайте, наконец-то будем пробовать. Хотя нет, давайте я вам покажу, какая красота у нас сегодня получилась. Посмотрите, какой благородный оттенок. Класс. Вот она, вся крымская осень у нас сейчас здесь, в этом блюде, заключена. О, да. Да, Дуслар. Отлично. На вкус бульон просто замечательный. Давайте попробуем бахла, что у нас получилось, сварилось ли. Угу. Так, мясо у нас. Где у нас мясо? Совсем я с этой фасолью забыл, где у нас там мясо спряталось. А, вот оно. Вот оно притаилось. Давайте его тоже попробуем. Горячо, аккуратно. Я считаю, что крымским татарам тоже пора придумать какой-нибудь жест, как у итальянцев. Вот что-то типа этого, потому что, ну, как еще обозначить, какое это вкусное блюдо, когда у тебя рот занят этим самым вкусным блюдом? Дуслар, просто потрясающе у нас получилось. Вот я бы даже так сказал, потрясающе. В прохладный осенний вечер, ну, практически как у нас, вот такое блюдо, ничего лучше этого нет. Еще раз напоминаю, у нас сегодня был ешель бахла шорбасы. Ешель бахла шорбасы. У нас есть блюдо и с белой фасолью, и с красной так называемой фасолью. А это суп с зеленой стручковой фасолью. Как всегда, с вами сегодня был Алим Аблаев, наш замечательный, прекрасный, удивительный Крым и наша крымско-татарская кухня. С вами была передача Крым Татар Емеклері. Аштат Лоусон, Корышкенч.